Всем привет, дорогие наши читатели, дорогие наши подписчики нашей смарт-библиотеки 2.0.3. Приветствуем вас на музыкальных онлайн-курсах Smart Music. И на прошлом уроке мы разобрали очень большую, обширную тему. Тема называлась «Ритмика». Сегодня я покажу на практике, как можно использовать эти знания в музицировании. Итак, первое произведение, которое я выучил на фортепиано, мне было 5 лет, называется «У кота воркота». И сейчас мы с использованием знаний второго урока, ритмики и нотирования, запишем на нашей замечательной доске это произведение. Итак, пишем название «У кота воркота». Ставим скрипичный ключ, так как мы находимся в верхнем регистре. Делим на такты. У нас будет 8 тактов. Здесь мы тоже ставим скрипичный ключ. Ставим размер. Это все с предыдущего урока. Размер у нас такта будет 2/4. То есть в каждый такт у нас влезет максимум по 2/4 длительности. Итак, нотка до на дополнительном стане. Четверть. Четверть. Это нотка ре. Ми у нас половинка. Она занимает весь такт. Да? Вот так вот. Ми, ре, до. Далее до четверть, ре четверть, ми, тоже четверть, ми, ре, до. И завершающая двойная тактовая черта. Вот, попробуем сыграть это на фортепиано. Итак, что нам нужно знать в первую очередь о фортепиано? Начнем с самого начала. Итак, посадка за фортепиано у нас ровная. Сидим на краешке стула, четко опираясь на ноги и на пятую точку. Нотка до у нас смотрит нам прямо в пупок посередине. Посадка у нас должна быть свободная, спина прямая, для того, чтобы кровь у нас хорошо притекала к голове, потому что голову здесь включать необходимо. Вот. Что нам нужно знать? Это, в первую очередь, это у нас посадка руки. Рука у нас должна быть, как будто у нас здесь шарик или же яблоко, мячик какой-нибудь, да? Пальцы не должны быть у нас расхлябаны или же выпрямлены полностью. У нас должна быть вот такая цепкая хватка. Вот. В то же время у нас кисть должна дышать. Игра у нас идет от плеча, получается, сила. Сила идет сюда, в кончике пальцев. Вот. Руки дышат, свободно, мы, художники, рисуем. Это наше царство, мы цари. Вот. Нужно знать очень важную вещь, это аппликатура. Большой палец у нас под номером 1 обозначается в фортепиано. Указательный 2, средний палец 3, безымянный 4 и мизинец у нас под номером 5. 1, 2, 3, 4, 5. Также зеркально левая рука. 1, 2, 3, 4, 5. До левой руки мы дойдем. Сейчас только правая рука. Итак, вот у нас посадка руки. Рука дышит. Здесь у нас произведение, конечно, очень простое. И так, здесь вырежешь, да? Так, теперь к доске. Итак, мы выяснили нашу посадку руки. Сейчас мы каждой ноте обозначим свой пальчик, аппликатуру. 1, 2, 3, 3, 2, 1,
первый, второй, третий, 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 второй, первый. Итак, попробуем сыграть. Итак, сели ровно, положили руку на клавиатуру, нашли нужную нотку. Первая нотка у нас до. И нажимаем первым пальцем на нотку до. Вот мы сыграли первую ноту с этого произведения. Поехали дальше. Ре, ми у нас нарисовано, да, третьим пальчиком. Опять ми, ре, до. Третий, второй, первый. Первый, второй, третий, 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 второй, первый. Теперь мы это должны сделать во временном пространстве, в ритме и в том темпе, который задан будет сейчас мною. Это будет у нас модерато, умеренный средний темп. Раз, два, раз, два, поехали. Раз, два, 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 раз, два. Вот мы, используя знание ритмики и длительности нот, и самих нот, где они располагаются у нас на нотном стане, сыграли по нотам простейшее первое произведение, которое я сам выучил, «У кота воркота». Можем даже его спеть. В этой песне есть слова. У кота воркота, колыбелька хороша. Также для того, чтобы быстрее запомнить ноты, нужно петь сами ноты вместо слогов слов этой песни. До, ре, ми, ре, до, ре, ми, ре, до. А теперь попробуем в быстром темпе. Допустим, дирижер нам дал быстрый темп, аллегро, да, допустим, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. До, ре, ми, ре, до, ре, ми, ре, до. Теперь попробуем еще быстрее. Раз, два, до, ре, ми, ре, до, ре, ми, ре, до. Вот, мы сыграли уже в быстром темпе это произведение. Теперь немного поподробнее, еще раз повторяя прошлую тему ритмики, повторение — мать учения. Итак, в один такт у нас входит 2 четверти. В этом такте у нас как раз-таки 2 четверти. Нотка до на дополнительном стане, четвертная, ре, четвертная и ми. Ми у нас уже в следующем такте, она занимает весь такт, так как она половинка по длительности, по времени. Вот. И получается такой ритмический рисунок. Раз, два, до, ре, ми. Вот. То есть раз, два, раз, два. Вот. Мы сыграли вот до сюда. Учим произведение по 2 такта, потом следующие 2 такта тоже отдельно учим. Ми, ре, до. Запоминаем, соединяем. Потом учим следующие еще 2 такта, еще 2 такта, соединяем. И в итоге соединяем 2 вот эти части произведения. Так учат все пианисты произведение по нотам. Вот. Все это делается сейчас на первых уроках для того, чтобы вы понимали, где находится какая нотка, как ее обозначать, чтобы вы потом смогли сыграть любое другое произведение. Это основные принципы нотной грамоты, основные принципы ритмики и построения мелодий, песен и так далее. На самом деле для свободной игры в принципе это не нужно. Нужно просто внутреннее чувство ритма, и для изучения этого нужны базовые таланты и терпение. Итак, подставим под эту мелодию свои аккорды, которые подходят к ней гармонически. Как они подставляются, это уже вопрос другой.
Здесь у нас, допустим, С аккорд. В следующем такте у нас G. Здесь тоже G. С. С. G. G. С. Аккорд До, да, мажорный. Аккорд Соль, мажор тоже, мажорный, да. Вот у нас два аккорда, которые между собой тусуются в зависимости от мелодии. Конечно, здесь можно добавить другие замены, другие аккорды и так далее. Все это можно усложнить в 3, в 10, в 100 раз. Но сейчас простейшее такое, для того, чтобы вы понимали, как мелодия координирует с гармонией. До, ре, ми, ре, до, ре, ми, ре, до. Левая рука у нас отвечала сейчас за гармонию. Конечно, все это можно усложнить. То есть переаранжировать. Аранжировка — это уже совершенно тоже другая тема. Большинство джазовых стандартов и песен, которые есть в интернете, пишутся, обозначаются вот именно вот такой вот цифровкой. То есть существует определенная мелодия. В основном это в интернете это текст, и над текстом прямо написаны вот эти вот буковки С, G, А, Б там, и так далее. Да? Итак, переходим к теме гаммы. Гаммы у нас бывают разные, от всех нот, в разные стороны. Сегодня мы разберем самую простую гамму. Это гамма до мажора, от нотки до. Итак, гамма до мажор, причем с использованием знаний аппликатуры. Вот, как мы все знаем, уже нотка до у нас находится на дополнительном стане. Ре, ми, фа, соль, ля, си, ну и до. И обратно, да, получается. Так, аппликатуру расставляем первый палец, второй, третий. А здесь уже, внимание, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Для чего это делается? Пальцев у нас всего 5, поэтому, чтобы нам сыграть, сколько здесь нот? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. 8 ноток. У нас не 8 пальцев, поэтому мы подряд не можем это сыграть на клавиатуре. Поэтому мы делаем такую фишку, как подкладка первого пальца под третий и идем дальше. Сейчас покажу, как это делается на практике. Итак, первый, второй, третий, делаем подкладку. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И обратно. Пятый, четвертый, третий, второй, первый. Теперь сверху делаем подкладку. Третий, второй, первый. Быстро это выглядит так. Также для левой руки, только зеркально. Теперь вместе. Теперь возьмем больше регистров. Далее, в теории у нас будет еще очень много разных тем, но они все будут связаны с практикой. И закрепим на практике знание теории музыки в игре на укулеле. Спасибо всем за внимание. С вами была Smart Библиотека 2.0.3, и это онлайн музыкальные курсы Smart Music. Всем пока!